В Доме культуры Нижнего Одессы состоялся концерт молодой талантливой певицы, солистки государственного ансамбля «Асия Кыя» Екатерины Курочкиной. Прикоснулась к народному творчеству и Елена Двожик. Екатерина Курочкина приехала не просто с концертом. Сейчас по республике проходит ее гастрольный тур, во время которого она представляет свой дебютный музыкальный альбом. Автором и единым вдохновителем проекта стал первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Анатолий Родов, который считает, что поддерживать молодежь в республике необходимо. Молодым талантам, как правило, очень тяжело пробиваться, их нужно поддерживать. И ту работу, которую мы делаем с командой, будь то с книгой или вот с этим проектом, мы хотим представить молодых, талантливых людей нашей республики. Сегодня есть люди, которые, скажем, не очень часто бывают на федеральных телевизионных каналах, и они пользуются популярностью, конечно, они известны, но нам-то нужны свои, потому что вот сейчас только что в Доме культуры разговаривали, и девочки говорят, что да, заезжие звезды это хорошо, но лучше всего, больше всего идут на наших, на своих, потому что это ближе, это роднее. Мы действительно хотим сделать поколение молодых именно с новым взглядом, с новой позицией, с новыми подходами, причем во всем, не то в культуре, в искусстве, в экономике, в промышленности. По сути, это задача, которую ставит глава республики Вячеслав Михайлович. Всего в альбоме Екатерины Курочкиной собрано 12 песен, которые, по ее словам, особенно дороги ее сердцу. Каждая композиция, на первый взгляд, казалась знакомой и известной, но, предавшись музыке, чуткий слушатель мог уловить новые свежие музыкальные краски. Кони-кони быстрые, быстрые, снег кружится, звенят леса. Это тройка птица, птица, тройка, русская краса. Такие проекты очень нужны для народа, потому что это поднимает дух. Такие таланты, которые есть у нас в республике, мы, наверное, не всегда о них знаем. И очень хорошо, что они приезжают, потому что население имеет возможность познакомиться, услышать, пообщаться. Мы очень рады. Для Нижнего Одессы это вообще событие неординарное. Здесь очень много талантливых людей, и для их развития я считаю, что да, такие проекты, конечно, нужны. Каждая песня, исполненная Екатериной, напоминала зрителю о том, что мы часть большой России. Именно народная песня позволяет понять всю глубину человеческой души, затронуть самые тонкие ее струны. Она как-то ближе всего к народу идет. Она затрагивает те струны души, которых сейчас песни нашей современности, они уже даже близко не подходят. А народная, она, как сказать, она из глубины идет, из глубины веков, поколений. Песней нужно не только затронуть душу человека, но и нужно себя саму пропустить через песню эту. А это очень трудно, это не сразу нарабатывается, это с годами работать и еще раз работать. Да, Катя – трудолюбивый человек, и презентация ее альбома тому подтверждение. Она считает, что талант – дело хорошее, но чтобы он раскрылся, надо непременно приложить к этому усилия, и поддержка, несомненно, появится. В Республике Коми очень много талантливых людей, детей, молодых парней и девушек, которые просто немножко, может быть, боятся, может быть, не знают, что надо делать и куда идти, но творчество, оно же как, оно отовсюду пойдет из тебя, если ты действительно такой человек, и жизнь, судьба тебя приведет все равно именно в то направление, в котором ты должен быть. Проникнутые искренней любовью к родной земле песни вкупе с прекрасным голосом певицы не оставили у ценителей народной песни никаких сомнений. На творческом небосклоне республики зажглась новая звезда. Из Нижнего Одессы Елена Двожик, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.